что есть смысл поговорить более практично о деньгах, более практично о вещах, которые связаны с финансовой составляющей каждого христианина. Недавно мне Алина говорит такую статистику. Она слушает каких-то там блогеров на английском языке. Неважно, кто это был, американец какой-то. И она мне говорит такую статистику по поводу кредитных карт в Америке. Это не касается ипотечных кредитов, да, я так понимаю? Это не касается каких-то потребительских кредитов. Ты сказала, это то, что касается кредитных карт. Знаете, какая средняя задолженность среднестатистического американца по кредитным картам? 37 тысяч американских долларов. Мы не отдаем себе отчет в том, что происходит сегодня с западным сообществом. И многие люди говорят, ну а что тут такого? Ну и должен я, и должен. Какие проблемы? Какие проблемы? Я сегодня хотел бы поговорить вот о вещах, которые связаны с деньгами, на которые мы совершенно легкомысленно реагируем или не реагируем вовсе. Какие проблемы? Должен 37 или должен 257? Должен сколько-то или не должен нисколько? Что от этого происходит или что от этого меняется? Сегодня я хотел бы поговорить о вещах очень практичных, связанных с нашими деньгами. Первое место Писания. Это история, которую Иисус рассказывает в Евангелии. Открой нам, пожалуйста, это место Писания. Здесь Он говорит о верующих и говорит: бодрствуйте, ведь вы не знаете, в какой день придет ваш Господь. Знайте, что если бы хозяин дома знал, в котором часу ночи придет вор, то он сторожил бы свой дом и не позволил бы ему проникнуть в свой дом. Поэтому вы тоже должны быть готовы, потому что Сын Человеческий придет час, когда вы его не ждете. Кто тогда окажется верным и разумным слугой? На самом деле в моем тексте вот эти два слова подчеркнуты. Верный и разумный слуга, которого хозяин поставил над другими слугами, чтобы вовремя раздавать им пищу. Знаете, вот когда мы размышляем и когда мы рассуждаем о деньгах, мы должны понимать, что Бог на нас смотрит. Когда в нашу жизнь, в наши руки приходят какие-то ресурсы, Он смотрит на нас как на управителей. Мы всего лишь получаем что-то от Него для того, чтобы, имея мудрость, и как здесь написано, имея, какой там слуга должен быть? Имея верность и имея правильный разум, имея правильное понимание, мы должны с этим отношением распоряжаться теми ресурсами, которые приходят в нашу жизнь. И я хочу сказать сразу, что каждый из нас сегодня, пока мы живем на этой земле, и если мы посвятили каждую сферу нашей жизни Христу, то вот эта вот сфера денег – это признание того, что все, что есть в моей жизни из финансов, оно Его. Оно Его, и оно приходит от Него. И когда это приходит в мои руки, я всего лишь, на самом деле это, вот некоторые люди говорят, 10% это не мои, все 100% это не мои. Все 100% это всего лишь инструмент, это всего лишь возможность. Какая-то часть из этих денег это мой хлеб. Какая-то часть из этих денег – это определенное семя, это определенный инструмент для влияния. Но все эти деньги, которые приходят в мои руки, это всего лишь божественный инструмент, который Он мне дает для того, чтобы я правильно, разумно относился к этому инструменту. И в зависимости от того, как я сегодня отношусь к этим деньгам, к этим финансам, Бог, глядя на это, будет понимать, дать мне больше или не давать мне больше нисколько. Вообще, притчи Иисуса, которые мы читаем, многие из этих притч, они связаны с торговыми отношениями. Помните, три мужчины, которые получили таланты? Помните? Он рассказывает историю о людях, которым даны были определенные ресурсы, и эти люди, извиняюсь за выражение, кто-то был правильный человек, разумный человек, верный человек. Они правильно разместили эти деньги, получили с них прибыль. Они вернули эту прибыль господину своему. А какие-то были ребята, которые неправильно относились к деньгам. Но там, знаете, там Иисус приводит эту притчу в
в пример людям, жившим в то время, потому что, во-первых, у них тогда были очень развитые экономические торговые отношения, да, то есть вот эта вот еврейская среда, это среда людей, которые способны были зарабатывать деньги, которые были способны этими деньгами правильно распоряжаться, и он на этих примерах рассказывает, что важно иметь правильное сердце. Деньги – это всегда такая вещь, которая характеризует наше сердце, которая показывает наше сердце. Как один человек говорит, вот если бы не было этих денег в моей жизни, я бы не сделал эти пакости. Эти пакости жили внутри тебя. Деньги, они просто проявили эти пакости. Ты просто, когда деньги приходят в твою жизнь, они проявляют, кто ты есть. Деньги – это всего лишь инструмент. И вот здесь написано, что каждому из нас, знаете, вот, Бог будет давать какие-то финансы, какие-то ресурсы, и Он ждет, что мы будем слугами, верными и разумными. Я не буду до конца читать эту историю, эту притчу. Я хочу вырвать из контекста эти два слова. Что значит быть верным и разумным или благоразумным? Конечно же, очень просто переводится: верный, истинный, надежный. Дальше: верующий, питающий уверенность. Вот верный человек – это человек, в котором ты уверен. Верный человек, ты знаешь, что он не свернет, не отвернется, не подведет, на него можно положиться. Это человек, который будет делать правильно. Это человек, знаете, от него веет надежностью. И когда дело касается денег, Бог хотел бы, чтобы каждый из нас, мы были бы людьми верными, людьми надежными, людьми, на которых можно положиться, людьми, которым сам Бог может доверить какую-то сумму денег, и Он может сказать наше сердце: вот эту часть вот сюда, вот эту часть вот сюда и вот эту часть вот сюда. И знаете, в зависимости от нашей верности, в зависимости от того, как правильно мы реагируем на Его ожидания, в зависимости от этого у Бога будет в сердце желание либо нас благословлять, либо подумать о том, чтобы найти какого-то другого человека, который будет верным. Либо, да, он скажет: Денис, давай-ка, дорогой, после своей поездки в Валенсию, давай-ка ты, пожалуйста, обучай людей, как правильно относиться к деньгам. В Аленсию, да? Благоразумный. Это человек рассудительный, мудрый или догадливый. И вот знаете, я сегодня хотел бы говорить об очень практичных вещах, чтобы мы стали верными людьми, все, что связано с деньгами, и людьми разумными. Итак, друзья, первый пункт, все, что связано с деньгами. Мы сейчас придем еще к нашим любимым кредитным карточкам. Но первый пункт, когда в твою жизнь приходят деньги, ты должен понимать одну вещь. И это место Писания сразу читаю из притчи 3 главы 9 стиха. «Чти Господа своим достоянием, первыми плодами от всех своих урожаев». Верный человек, когда деньги приходят в его жизнь, он без всякого обсуждения, ропота, каких-то торгов с Богом, он говорит: Бог, я первым делом, получив свое вознаграждение за свой труд, получив какие-то благословения, я отделяю тебе твое. Человек верный и человек разумный, он будет всегда делать это, во-первых, отделять для Бога Божье. Только неразумные люди, которые не понимают смысл движения, или они не понимают вообще смысл устройства Вселенной, они будут торговаться с Богом и проедать Божьи деньги, десятины или приношения. Слышите, друзья? Потому что, когда я отдаю Богу десятины и приношения, когда я отдаю Богу Божье, я делаю это, во-первых, прежде всех своих трат, прежде чем я куплю свою водичку, заплачу по кредитным картам, по долгам, за коммуналку, прежде всего я отделю 10-ю часть, я отделю приношения, которые Бог мне положил в сердце делать. Почему? Есть как минимум две причины, по которым я это делаю. Во-первых, я понимаю, что Он источник всего. Иакова, 1 глава, открой нам, пожалуйста, это место Писания.
Он источник любого блага в моей жизни. Это мне кажется, что какие-то люди меня чем-то благословили. Но Слово Божие очень четко говорит: любимые братья, не заблуждайтесь. Не попадайте в обольщение. И там дальше, если это все резюмировать, то, что там большим количеством букв написано, я просто тебе скажу: Бог – источник любого финансового благословения в твоей жизни. Любого. Большого, маленького, подарков и т.д. и т.п. Потому что написано: любимые братья мои, не заблуждайтесь. Все добрые дары приходят свыше от Него. Все добрые дары приходят свыше от Него. Любое благословение в моей жизни – это то, что Бог сделал для меня. И поэтому, когда я даю в ответ 10, 20, 30, каждый из нас по вере дает какие-то свои пожертвования, свои дары, мы таким образом почитаем Его и говорим: Бог, спасибо Тебе. Я почитаю Тебя, я поклоняюсь Тебе, и я признаю Тебя единственным источником всех моих благословений. Это раз. Второе, когда мы даем в Царстве Божьем, мы запускаем определенный процесс, который никто никогда не сможет изменить. И об этом процессе апостол Павел тоже говорит в Галатам 6 главе: не обольщайтесь. Все, что человек посеет, то он и пожнет. Нет другого процесса. И люди сегодня обольщаются и в одном, и во втором. Они торгуются с Богом. Они говорят: это моя рука меня благословила. Это мой папа, моя мама. Они дали мне шанс, образование. И благодаря им я сегодня могу что-то зарабатывать. За этим, за всем стоит Бог, подаятель всех добрых и совершенных даров в нашей жизни. И если ты благоразумный человек, первое у тебя будет стоять на первом. Сколько встречаешь людей, которые сегодня страдают от финансовых проблем, потому что они неразумные. Они самые умные в своих глазах, но в глазах Писания это неразумные люди. Апостол Павел таких называл глупцами. Он обращается к галатам и говорит: галаты, вы глупцы. И знаете, Писание очень часто, оно обращается к людям и упрекает их в том, что они поступают глупо, потому что они свой разум, свои измышления ставят выше Слова Божьего. И им кажется, что их вот эта вот практичность, прагматичность, когда они ее практикуют, она круче, чем Божье Слово. И потом люди, обманывая сами себя, пожинают определенные результаты своего обольщения, своего обмана. Итак, номер один. Когда мы говорим о деньгах, сегодня очень практическое слово. В твою жизнь приходят деньги, они будут приходить обязательно. Я, конечно, не говорю сегодня о людях, которые вообще не хотят ничего делать для того, чтобы в твою жизнь приходили деньги. То есть это люди не работают, это люди, которые сидят, смотрят сериалы и т.д. и т.п. Ты не включил Божий процесс, если ты не начал работать. Начни работать, начни что-то делать в сфере, в экономической сфере, начни каким-то образом реализовывать самого себя. Мне вообще непонятны молодые люди, которые хотят найти, или девушки, которые хотят найти жениха, который будет за них все оплачивать, да. Все зарабатывать, все оплачивать, а она такая красотка, просто по салонам будет ходить, ногти делать. Просто я хочу, чтобы у меня была та, которая кушать готовит, та, которая за детьми ухаживает, та, которая то, та, которая это, а я буду просто турецкие сериалы смотреть. И мужа дома ждать. Знаете, вот на таких людей смотришь, и ты понимаешь, что это неблагоразумный человек, это неверный человек, и это человек, который навряд ли будет в Божьем Царстве преуспевать. Мы о таких людях вообще сейчас не говорим, потому что мы на пути благоразумия с вами, согласитесь, друзья, да? Вторая вещь, которую мы должны понимать. Когда я получаю какое-то благословение, и, например, в моей жизни есть долг, вот я не буду просить вас поднять руки, но я хочу вам сказать такое простое, или, скажем, простые слова, простой принцип, простое правило, которое записано в Писании. Оно, например, в притчах 22 главе, в 7 стихе звучит так. «Богатые властвуют над бедными, а должник взаимодавцу раб». Другими словами, если в моей жизни есть хоть какой-то долг,
Я становлюсь рабом того, у кого я взял в долг. И когда люди говорят, какие проблемы, ну и должен я банку, и что мне банк задушит, убьет, там что он со мной сделает? Ну как минимум, он владеет твоим имуществом, которое ты заложил. Как минимум. Как минимум имущество, в котором ты живешь, в какой-то прекрасный момент может оказаться не в твоих руках. И тебе могут сказать, до свидули, ищи другое место. Теперь это остается банку, теперь это остается нам. А ты иди там, находи себе другое жилье. Что? Иди впредь не греши. Иди впредь не бери в долг. Нет, они так не скажут. Они скажут, ты иди, возьми новые долги и продолжай заниматься тем, о чем Слово Божие говорит, попадай в рабство. И знаете, вся система банковская, она заточена на то, чтобы все население своей страны взять в рабство. Друзья, давайте не будем обманываться. Банки это хорошо, кто-то работает в банке, зарабатывает прекрасно в этих банках. Но сама система, я объясняю, не о каких-то людях сейчас говорю, я говорю о системе. Сама банковская система, она зарабатывает на людях, на их вот этих 3 кнопках, когда тебе нужно прямо сейчас, без этого вдруг ты вот жил 15, там, 20, 30, 40 лет без этого. А тут вот ты сейчас сдохнешь, если прямо сейчас не получишь это. И на этих 3 кнопках похоть плоти, похоть очей, гордость житейская банки зарабатывают. Они раздают бесплатно нам кредитные карты, они предлагают во всех соцсетях дешевые потребительские кредиты. Они предлагают огромное количество рассрочек, каких-то возможностей, что-то получить, что-то приобрести прямо сейчас. И похоть человеческая, она такая. Когда ты это увидел, вот сейчас тебе это не надо было. Но когда ты это увидел, ты понял, что без этого дальше жить не сможешь. И тебе прямо сейчас надо обязательно залезть в рассрочку, взять обязательно какой-то новый телефон, взять обязательно какую-то новую одежду и тому подобные вещи. Так вот, друзья, если вдруг вы по неразумности попали в подобный долг, я сейчас не говорю о хороших кредитах, существуют тоже хорошие кредиты. Если какие? У нас на канале есть видос, мы об этом говорили, там мы говорили о правильных кредитах. Но если вдруг у тебя есть неправильный кредит, ты взял у каких-то людей в долг, и ты не можешь рассчитаться, сделай над собой усилия. Поставь какой-то план, создай какой-то, не знаю, там план расчета с этим человеком или с этой компанией, у которой ты взял в долг. Отдаешь первое Божье Богу, второе отдаешь какую-то сумму денег на этот кредит, долг, как бы он ни назывался. Твоя цель загасить твой долг, чтобы тебе быть свободным, не быть рабом. Знаете, вот что такое рабство? Я помню одного человека, который говорил такие слова. Я бы прямо сейчас к вам на миссию приехал. Но у меня вся моя мебель в кредите. И мне надо рассчитаться по этому кредиту. И знаете, что случилось с человеком потом? Он так никуда и не выехал, ни в какую миссию. Потому что после мебели в кредите машина в кредит появилась. После машины в кредит появились еще какие-то там вещи в кредит, за которые человеку постоянно надо было рассчитываться, и он был связан. Он не был способен оказаться верным Божьему, какому-то Божьей воле, Божьему плану. Он не смог уехать оттуда никуда. Я уверен, такие люди, они так и не смогли исполнить волю Божию, предназначение. Потому что, например, этот человек был призван для миссионерства. Другие люди были призваны для каких-то других вещей, но они были привязаны кредитами к своему стулу, к своей работе. И они делали только то, что говорили им их взаимодавцы. И я представляю, как эти люди боятся потерять работу. Я представляю, потому что это
Сумасшедший ком снежный с горы катящийся. И если ты попробуешь хотя бы месяц не поработать, 2 не поработать, хотя бы попробуешь заболеть на это время, этот ком, он будет такой огромной силой, что он раздавит тебя. Поэтому, друзья, ни в коем случае, пожалуйста, не играйте с кредитами. Особенно то, что касается потребительских кредитов и кредитов по кредитным картам. А лучше всего у большинства из нас нет кредитных карт, и пусть вся твоя жизнь пройдет вне этой ерунды. Не играйте с этим. Есть, как я уже говорил, есть достаточно хорошие кредиты, когда у тебя бизнес развивается, и тебе недостает денег, и ты, например, видишь, что у тебя там процент доходности твоего бизнеса там 50, 70, 100% годовых, 200% годовых у некоторых бизнесов. Есть такие бизнесы. И когда ты берешь, например, кредит там в банке под гораздо более меньший процент, это нормально. Кредитовать свой рабочий бизнес. Никогда не берите кредит под неведомый бизнес, который мы когда-то начнем. Вот у меня есть друг, темщик, у него есть тема, мы сейчас вместе с ним в этой теме будем двигаться. Не делайте глупостей. Потому что столько людей в церквях попадают под этих темщиков. И потом эти темщики технично отъезжают, а ты вот такой придавленный кредитом, потом работаешь на обычной работе, не ешь, не пьешь и просто бесконечно за этот кредит платишь. Только под рабочий бизнес, только под то, что уже работает. Когда, например, молодые люди, многие ставят себе цели сегодня заработать и получить, например, там, какой-то первый взнос, первый капитал для того, чтобы купить свое собственное жилье. И потом они говорят, я хочу взять ипотеку. Знаете, это немножко другой кредит. Это немножко другой кредит, и мы тоже об этом поговорим. Ипотека – это может быть сегодня такая вещь, которую многие люди боятся, потому что это в долгий срок, это большие суммы денег. Но ипотека для некоторых людей – это вообще благословение. Я объясню почему. Потому что в нашу жизнь, вот в наши руки приходят, на некоторых я смотрю, 100-200 тысяч люди зарабатывают. Это гораздо больше, например, чем там бюджет моей семьи всей, да, там в несколько раз молодые люди некоторые зарабатывают. Но прикол-то в том, что до конца месяца доживают с нулем. И так было бы классно, если бы человек, думая головой своей, был бы благоразумный и подумал так: хорошо, у меня есть сегодня огромные доходы, я могу отдавать там десятины, приношения, могу кого-то благословлять, у меня, слава Богу, нет долгов. И я могу жить очень скромной жизнью, питаться скромно, одеваться скромно и аккумулировать какую-то сумму денег для того, чтобы инвестировать в свое будущее, в жилье. Некоторые люди говорят, да это не инвестиция, это как активы, пассивы, там это пассив. Друзья, если мы живем в столице развивающегося государства, любая недвижимость всегда будет активом. Слышите? Не слушайте этих ребят с Запада, для которых недвижимость это пассив. Вся история развивающихся стран, особенно столиц в развивающихся странах, это история, когда 2х, 3х, 4х, те, кто понимают, недвижимость растет такими темпами всегда. Я помню время, когда, например, однушка стоила $3000 в Бишкеке. Потом было время $13 тысяч, и казалось, вау! Потом было время $33 тысячи, и казалось, вау! Сейчас $53 тысячи, да, минимально, если найдешь однушку. И она кажется, вау, через 10 лет это будет 103 тысячи. И опять тебе будет казаться, вау, через 20 лет это будет 303 тысячи. Поверьте мне, друзья. И ты будешь благоразумный человек, который сегодня сделал какой-то шаг и за 53 начал двигаться в сторону того, чтобы приобрести эту однушку. И через 10 лет твоя ипотека не будет казаться чем-то страшным. И через 10 лет та сумма, которую ты отдашь, не будет казаться чем-то гигантским, потому что это в 2, в 3, в 4, в 5 раз может вырасти в цене. Это история всех столиц развивающихся государств. Всех. Некоторые люди говорят, да нет, недвижимость упадет в цене. Она не упадет.
Она не упадет. Друзья, не упадет. Вот поверьте мне, я 50 лет живу в этом городе. Недвижимость все эти 50 лет только растет в цене. Те, кто со мной по 50 лет здесь живут. Вы можете сказать «да». Знаете, я слушал одного блогера, он говорит, я такой дурак был, я приехал, помню, в Торонто, говорит, 20 лет назад. Квартира стоила $100 тысяч. И я подумал, зачем мне такая дорогая квартира? Она вот-вот завтра упадет в цене. Он говорит, сегодня прошло 20 лет. Он говорит, я бы уже 15 раз бы выплатил ипотеку. Я уже заработал за это время столько денег, которые я проел, пропутешествовал, прохохотал. И он говорит, эта же самая квартира, которую бы я за это время смог купить в ипотеку, сегодня стоит $700 тысяч. Всего лишь в 7 раз. И это наш путь сегодня, друзья. Я хочу вам сегодня такие простые слова сказать. Будьте благоразумными, будьте умными. Не берите кредиты на то, чтобы просто поесть красиво. На то, чтобы выдать замуж вашу доченьку. Если у вас нет денег на то, чтобы свободных денег, чтобы красивую свадьбу сделать, не пытайтесь кому-то подражать. Не попадайте вы в эти ловушки, когда дьявол давит на кнопки и говорит, вон Таня-то как своего сына выдала, женила, да. А ты давай в грязь лицом не ударь, сделай красиво. Чего? Это вообще не наш путь. Нам все равно, кто, как, кого, куда выдал. Если у тебя есть сегодня свободных, например, $500, сделай на эту сумму свадьбу. Конечно, если у тебя $50 тысяч свободных, и на это ты можешь свадьбу сделать. $300 тысяч свободных. Да, пожалуйста. Только зачем, да? Это безумие. Итак, первое. Отдаешь Богу Божие. Второе. Делаешь все, чтобы рассчитаться с неправильными долгами в своей жизни. Третье. Я назвал это оптимизация. Оптимизация расходов. Особенно это для тех, кто зарабатывает какие-то там деньги, хотя бы выше 100К. Напиши где-нибудь слово оптимизация. Вот утром встаешь, и все, у тебя оптимизация. Что такое оптимизация? Разумное отношение к деньгам. Разумное. Оптимизация. Знаете, некоторые люди, особенно это Западной Европы касается, у них что такое оптимизация? Когда денег не хватает, значит, надо больше экономить. Другая есть категория людей, это с американцами связано. И с людьми бизнеса связано. Они говорят, если мне денег не хватает, надо больше зарабатывать. Надо сменить работу, надо какие-то идеи. Оптимизация – это в правильном смысле зарабатывать больше и экономить правильно. Это и то, и другое. Не одна крайность и не другая, но вместе на центре дороги, когда я нахожусь. Что такое оптимизация? Друзья, я отдал Божие Богу, я рассчитываюсь со своими долгами, потом я смотрю на свой бюджет, куда я трачу деньги, куда эти 100К уходят. Просто подсчет, начни подсчет своих денег, куда, сколько, каким образом ты тратишь. И ты просто обалдеешь от количества шальных денег, которые ты тратишь на всякую дурь. Просто посмотри, сколько ты денег в месяц потратил на кофейне. А это приколюха, просто ты идешь мимо, там у них такие зазывающие, красивые всякие баннеры висят, и все светится, модные ребята сидят, там о чем-то общаются, и ты же тоже модный. Ты же мимо просто пройти не можешь, ты модный к модным, тебя прям тянет туда. С ноутбуком, да, ты же модный, ты с ноутбуком. Я поработать пошел. И эта работа, извини, ты в день зарабатываешь 3000, а чтобы поработать, чтобы эти 3000 заработать, ты больше тратишь на кофейне. А потом доехать до кофейни и обратно. Ты же модный, ты же не можешь просто пешком пойти или каким-то другим путем. Тебе такси надо вызвать. Если ты начнешь оптимизировать все свои расходы, это значит просто наблюдать, куда ты тратишь деньги. Ты обалдеешь от количества шальных денег, которые ушли в песок. В никуда. На какие-то странные покупки, на какие-то странные пончики, от которых тебе не весело, не хорошо, только щеки подросли. Вкусно, но с щеками. Мне говорят, это только у тебя происходит.
Ладно, ладно. Я, значит, болью своего сердца сегодня делюсь. Что такое оптимизация? Давайте место Писания. Вот здесь написано, первое послание Петра, 3 глава, 8 стих. Неожиданное место Писания будет. Наконец, живите в согласии друг с другом, сострадайте друг другу, любите друг друга. Причем тут оптимизация? А там последнее слово. Скромность. Вы знаете, люди, они думают, если я, например, там какой-то громкий, веселый, то слово скромность ко мне не подходит. На самом деле я очень скромный человек. Я объясню. Знаете, вот скромные люди – это человек, у которого нет вот этих вот дебильных идей в его потребностях. На самом деле, я вот как-то размышлял, я думаю, мне не нужны какие-то там виллы, мне не нужны какие-то, знаете, отдыхи там, какие-то там сумасшедшие на каких-то Мальдивах или еще где-то. Мне очень многие вещи, например, с едой, а я очень скромный человек. Язык говяжий сварил и съел. Все. Мне не надо изысков, мне не надо, как эти штуки называются, которые там, грибы эти супер какие-то. Мне не надо трюфелей. Знаете, вот, друзья, многие из нас, мы не скромны в своих запросах, в своих потребностях. Я понимаю, если ты зарабатываешь, как Илон Маск, и ты можешь себе позволить одно, другое, третье, это вообще ни на что вообще не влияет. Ты можешь кормить вот эту вот всю церковь трюфелями хоть просто каждый день, еще всех ваших друзей, всех ваших родственников. И ни на что не повлияет. Хорошо, когда у тебя запросы, они сообразны твоим доходам. Но что такое быть скромным? Это жить посредством, друзья. Это жить посредством. Я не Илон Маск. Я не зарабатываю там, как какой-нибудь тот или другой или третий. И я сообразно своим доходом, я рассчитываю, на что я могу потратить те или иные средства в моей жизни. Друзья, жить посредством – это и быть по-настоящему скромным человеком. Человек нескромный – это человек, который выпендривается, будто бы он царь всего. Он может себе позволить скупить весь Кыргызстан с потрохами, а на самом деле у него 30 тысяч зарплата. И ты смотришь на этого бедного человека, и ты понимаешь, он просто нескромный. Потому что его желания, его вот эти вот потребности, они не совпадают с реальностью сегодняшнего заработка, который он имеет. Быть скромным человеком – это человек, живущий посредством. Что мне думать, сколько стоит Balenciaga или сколько стоит там фирменный Gucci? Зачем мне думать об этом? Не хватит моих денег на то, чтобы купить там джинсы какие-нибудь за 120 тысяч. Зачем мне вообще в эту сторону думать? Я скромный человек, я просто об этом даже и не думаю. Если ты зарабатываешь 2 миллиона, например, ты можешь себе это позволить на изи. Ты скромный в своих расходах. Это твоя скромность, твой уровень скромности. Но нескромный человек – это человек, который тратит непосредством то, что он не способен зарабатывать. Нескромные люди – это люди, у которых траты больше, чем их доход. Поэтому все начинается с оптимизации. Все начинается с момента, когда ты считаешь, сколько ты зарабатываешь, и сообразно этому ты покупаешь одежду. И нормально, нет в этом никакого криминала. Ты скромный, ты понимаешь. Я могу себе позволить там купить вот такую вот одежду, которая произведена там у ближайших соседей за недорого. Но красиво, да, стильно, но нейм, но ты красавчик. И ты живешь посредством. Знаете, вот смешные ребята сегодня идут на Дордой, там за 2000 сумку Фенди он купил. Или там за 1500 он себе кроссовки Balenciaga купил. Ты думаешь, зачем, брат? Ну зачем? Некоторые могут сказать, слушай, а что ты в это вообще полез? Это не духовная тема. Друзья, на самом деле это очень практические вещи, которые связаны с нашими похотями. Это же кнопки, на которые продолжает давить дьявол, на которые продолжают давить разного рода маркетологи. И поэтому мы делаем глупости. И поэтому мы потом попадаем в какие-то идиотские совершенно ямы, из которых выбраться не можем. Это
важно себе отдавать отчет, что есть вещи, которые я могу себе позволить. Есть вещи, которые, например, они сегодня не должны даже пока что звучать в моей голове. Вот, встречаешься с людьми, например, у него куча долгов, у него, как он говорит, у меня задолженность перед Господом, я там несколько месяцев не давал десятину, но я Богу пообещал, что я верну. И знаете, вот это люди, которые запутались в финансах, у них просто полный бардак в финансах. И ты понимаешь, что чем дальше, тем больше проблем будет. Но это люди, которые, вот как я говорил, живут непосредственно. Что это значит? Он поработал полгода, ему надо на отдых. Ему на отдых надо. И ты ему говоришь, слушай, классно, мы живем в одной из самых прекрасных стран Земли. Бери палатку, например, в аренду за 200 сомов и гони вон туда, в Аларчу и дальше. И отдыхай. Нет. Такой отдых меня не устраивает. Я хочу, да, как минимум в Турцию полететь. Я хочу то, я хочу это. Я вам могу сказать, друзья дорогие, если у вас огромное количество долгов, если вы сегодня не верны в одном, в другом, в третьем, вообще слово отдых забудьте. Слово отдых у вас должно быть НА, нижняя Аларча. Ой, верхняя Аларча или какая там? Аларча, да, обычная Аларча. Обычная Аларча. Обычная Аларча. Это все, на что я сегодня могу рассчитывать. Смешно, когда ты вот смотришь в церквях, у людей проблемы, у людей трудности, у людей там какой-то бардак финансовый, а человек говорит, я устал, мне надо на отдых. Я сейчас по кредитной карте возьму тур куда-то, я полечу отдыхать. Таких людей сколько угодно. И потом ты смотришь, он проотдыхал, он прохавал, он прокатал миллионы. Ничего не купил. Один купил квартиру за это время и рассчитался по этим миллионам, а другой ничего не купил. И вот здесь висит ярмо, которое давит вниз и называется неразумный слуга. Притча 28 глава, 7 стих. Тот, кто хранит закон, сын рассудительный, а кто дружит с расточителями, срамит своего отца. И еще одно место Писания, 18 глава, 9 стих притчи. Ленивый в своей работе, брат разрушителя. В синодальном переводе там тоже слово расточителя. Ленивый в своей работе, брат расточителя. Вот человек расточительный – это человек, который легкомысленный или тот, который пренебрегает разумом. Вот что такое расточительность, друзья? Сегодня, как я уже, то, с чего я начал, когда я зарабатываю какую-то сумму денег, я первое отдаю Богу, я потом рассчитываю эти деньги на то, чтобы мне на них там прожить какое-то время, да? Я рассчитываю на то, чтобы мне какую-то часть из этих денег отдать по долгам, там, соответственно, заплатить коммуналку, заплатить за квартиру. Потом у меня есть какой-то бюджет на еду, может быть, остается на то, чтобы одеваться. А многие люди как? Они получают деньги, и понеслось. И понеслось. Я видел таких людей, например, которые по несколько, какой $100, по несколько тысяч долларов просаживали вот так за один вечер. Просто человек заработал какую-то кучку денег, и он ни о чем не думает, он бежит в какие-то модные места, и он начинает одеваться, обуваться, начинает какую-то технику так называемую покупать, без которой он жить же не может. А дома туалетной бумаги нет. И да, у них вот это вот по ресторанам, все. Это человек, который просто ни о чем думать не может. Сегодня я послушал разговор двух старушек. И одна другую там начала расспрашивать, что, как, то, да. И как дети? Да у детей все хорошо. Они постоянно то по каким-то рок-концертам, то по каким-то тусу. А знаете, она это говорит так, жизнь состоялась в них. Они кайфуют, у них все хорошо, они в путешествиях, они там то, они все. Я вот послушал и думаю, прикольно для людей. Жизнь удалась, это по тусовкам, по каким-то кабакам, по каким-то развлечениям бесконечным. Это вот то, что первое для многих молодых людей сегодня и нужно. То, чем многие молодые люди сегодня живут. Но знаете, разумный человек – это человек, который в долгосрок думает.
Он не думает только о том, как сегодня бы что-то поесть красиво, выпить красиво, потусить красиво. Это человек, который думает, ага, через 10 лет что будет со мной? Ага, скоро мне жениться, скоро мне нужно там кому-то предложение делать, а я о себе не могу позаботиться милом. Давай-ка что-то надо с этим делать. Давай-ка надо что-то подумать насчет жилья. Я не знаю, где мне самому жить, а еще жену приведу на голову маме. Ой-ой, печально. История огромного количества, огромного количества молодых людей. Знаете, вот что такое быть расточительным человеком? Это первое поставить на 21 место, а то, что из 21 поднять на первое и жить вот в этом бардаке. Жить в этом беспорядке. Я понимаю, что эту тему можно вообще продолжать очень долго, и об этой теме можно говорить очень долго, размышлять, рассуждать очень долго. Но я хотел бы, чтобы каждый из нас, мы начали с простых вещей. Для начала узнай, сколько ты зарабатываешь. Простые вещи. Потому что я к некоторым обращаюсь, говорю, а сколько ты зарабатываешь в месяц? Когда я смотрю на этих людей, я понимаю. Ты не знаешь, сколько ты зарабатываешь, ты не знаешь, сколько тебе давать Господу, ты не знаешь, на что тебе рассчитывать. Ты же вообще живешь одним днем. Вот это уповающие на Господа, я понимаю. Они вообще, у них, знаете, одна рука не знает, что другая творит, реально. Они в буквальном смысле не знают, что у них там вчера происходило и что тем более завтра будет происходить. Слово планирование – это вообще не от Бога слово. Ты что? Дух Божий как поведет, так и будем. Надо будет, Дух Святой нам даст возможность, мы на Мальдивах завтра будем праздновать днюху мою вообще. Я ничего не планирую. Нет, друзья, это не путь человека разумного, с которого мы начинали в самом начале из Евангелия от Матфея. Человек разумный, прежде всего, он знает, сколько он зарабатывает. Второе, первое, то, с чего он начинает свои траты, не с того, что он покупает себе новую одежду, а с того, что он дает для Господа. И когда люди говорят, слушай, не учи ты нас жить вот в такой вот экономии в какой-то, это же скудость. Скудость – это когда ты не даешь Господу приношений, когда ты не даешь Господу пожертвований, десятин, когда для тебя постоянный торг вот в этой сфере. Вот там скудость. И не обманывайся. Все остальное – это не скудость. На себе, если ты человек мудрый, на себе ты можешь сэкономить, но на Божьем никогда не экономь. Потому что от этого твое будущее зависит. Как минимум благоразумие должно быть. Первое, я знаю, сколько я зарабатываю, я знаю, сколько я даю для Господа. Дальше у меня происходит оптимизация моих расходов. Я рассчитываю со своими долгами. Я привожу свою жизнь в Божий порядок. И таким образом я становлюсь человеком, на которого смотрит сам Господь и говорит, слава Богу, у меня есть кандидат, на которого я смогу излить большие суммы денег, на которого я смогу излить большие возможности, который будет хорошим управителем, который будет хорошим администратором тех средств, которые я буду давать для него и через него в Царство Божие.